Идем дальше, девушки. Мы с вами остановились в конце второго действия оперы «Фрейшиц». И вот финал. Что там происходило, я вам рассказал. Мы посмотрим на самые яркие куски. А самые яркие куски, вот чем. Напоминаю, что получается так в этой опере, что первые третьи действия показывают жизнь, быт, праздники обычных людей. Охотники, крестьяне, охотники. И Вебер это делает через показ народных обычаев, народных жанров, народной и бытовой музыки, танцев, песен. Вспомните, первая часть был и Ленглер, и марш был. А вот здесь будут песни, и песни хоровые. То есть он ввел в оперу немецкую романтическую то, что сделал когда-то Гайдн в оратории, помните, во времена года. Вот это, конечно, было немцам очень близко, понятно и дорого. Они поэтому увидели себя, свой народ, свои обычаи. И то, что здесь заложил Вебер, потом будут использовать многие композиторы в XIX веке. И в немецкой опере, и в русской опере, и во французской, отчасти в итальянской. Так вот здесь будет акцент сделан на хоровой музыке. Почему? А через хоровую музыку, хоровое пение, хоровой жанр можно показать ощущение, чувство, настроение многих людей, народа. Поэтому здесь будет песни охотников, главных героев оперы, и песни девушек. Девушки, подружки, естественно, Агаты. Она невеста. Никто не знает, что свадьба стоит. Никто не знает, что... Так себя подставит Макс. Так, а охотники, друзья, коллеги Макса. И вот через них выражается гордость профессии. Да, они гордятся своей профессией, уважаемые, почетные, опасные, отважные, даже героические, можно сказать. И в этой музыке Вебер использует приемы, которые для него 100 лет использовали композиторы для показа так называемой охотничьей музыки. И Вивальди, и Вагензель, Альбрехтсбергер, Ройтер, Леопольд Моцарт. Это, девушки, шестидольный метр. Так. Это движение в мелодике по звукам аккорда восходящие. Это использование тембра валторн, потому что валторн это охотничий рог. И валторн из обычных охотничьих рогов-то и возникло. И это движение, девушки, по так называемому золотому ходу. А золотой ход это сочетание двух мелодий валторн, которые образуют интервал сексты, квинты и терции. Красиво звучит. Так, сейчас послушайте, чтобы запомнить. Это золотой ход вы встречали еще у Гайдна в симфонии. Вот он, послушайте. Так. И, наконец, восклицание типичное в конце охотников, там, вроде «ох-охо» и «ура». Ну, такие междометия в разных языках разные. И в русском, и в якутском, и в немецком, понятно. И вот после этого многие немецкие, особенно композиторы, вводили в свои произведения, во-первых, хоровые разделы, во-вторых, народные жанры, и в-третьих, элементы вот этой охотничьей музыки. А по образу и подобию песни невест, хоровой песни, Вагнер в знаменитой опере «Лоенгрин» ставит хор подружек, тоже очень красивый, который стал во многих странах свадебной музыкой. В России обожают Мендельсона, а в англосаксонских странах обожают как раз вот вагнеровскую хоровую песню подружек невесты на свадьбу. А теперь, так, сейчас немножко вручу 2 клавира, все, что у нас есть. Сами разделите, а мы слушаем эту великолепную музыку. И последнее, что я скоро включу, что Вебер здесь добавляется очень чего. Яркого контраста. Вспомните, пугающая музыка, жуткая во втором акте, в сцене летя пульт, и радостная, праздничная музыка, светлая. Там фантастика, здесь реальность. Там злодеи, здесь простой обычный народ, живущий обычной жизнью. Там музыка выдуманная, здесь музыка в ярко-народном и в ярком немецком стиле. То есть имеющий этнический, или, как говорит в России, национальный колорит и ярко-народный. Так вот, в этом смысле, если уже есть колорит этнический, немецкий у Моцарта в «Волшебной флейте», то здесь Вебер идет дальше. Она еще более немецкая, но у него есть то, чего нет у Моцарта. Она ярко-народная, она сразу как немецкая распознается. А теперь, девушки, сейчас, минуточку. Германия, вот. Так. Ах ты. Итак, откройте песню «Подружек невесты». И что, девушки, нашли? Нашли. Так. Ну, а теперь... Ага, отлично. Итак, запишу, как что мы делаем, чтобы потом не спрашивать.
заметьте, еще в музыке этой хоровой песни есть танцевальные ритмы, что девушки в этот момент вводят, да, самый настоящий свадебный хоровод. Поэтому там ла-та-та-та-там, там ла-та. И песня, как народ, начинается с сольным запевом, который потом подхватывают подружки. Как помните, Гайдн в оратории «Времена года» поступал. Вы слышите, разумеется, другой голос, другой тембр. Да, это другая героиня. Прием тоже любопытный, сейчас поясню. Когда в жанре песня, девушки, а песня, большинство песен, это запев и припев. Здесь запев сольный, слушайте, припев хоровой. Поют в припеве все. А вот в запеве то одна Агата, то другая Анфи. Это позволяет выбору показать чувства, переживания, настроение не одного героя, а разных. Вот Агата, вот Анфи. Потом так будут поступать и многие другие композиторы. Вот, к примеру, в опере «Травиата» Верди есть тоже песня с хором. Но первый куплет запевает Виолетта, а второй куплет Альфред. На это придумано все Вебером. Переслушаем дальше. Очень нежная, поэтичная музыка. Например, потом хоры свадебные подружек будут и в русской опере, и в Иване Сусанине будут. Во многих операх. Но начинается это с Вебера. А теперь уже друзья, так сказать. Вы помните, есть подружки невесты, есть друзья жениха. Так что потом звучит хоровая песня охотника. Вот здесь и будут восприняты черты охотничьей музыки. По итальянской музыке качча. Качча охота означает. Вот сразу валторны, призывные сигналы охотничьих рогов. Очень немецкая, очень народная музыка. Вот и припев. Сихки. И вторая часть. Здесь, как вообще в народных песнях, форма строфическая. То есть прозвучала одна строфа, а потом повторится неизменно. И дальше будет повторяться то, что вы услышали. Так вот. И это тоже будет потом многих. Но, как вы понимаете, и сам Вебер, при том, что это яркая музыка, использует находки, сделанные его предшественниками, в том числе и Гайдном, вспомните, в оратории «Времена года» есть тоже музыка, и крестьян и охотников. Традиции продолжаются. Теперь, сейчас, минуточку, еще обратите внимание на характер. Мы узнаем не только из этих ритмов, там, та-та-там, не только из звучания валторы, но и из характера музыки. Она воинственная, она молодецкая, напористая. Это мужчины, это охотники, это добытчики, поэтому характер совершенно учит песни девушек. Вот, например, таким покажет своего героя Глинка в опере «Иван Сусанин». Там есть такой Богдан, он воин, прибыл со сражения, гордится собой, и поэтому музыка тоже удалая, молодецкая, напористая. Здесь то Вебера появляется первым. Ну, на этом распростимся со Фрейшицем, и я вам покажу еще одно произведение Вебера. У него много великой музыки, но я вам покажу то, что было совершенно новаторским. Кстати, по поводу великой музыки. Например, он написал необычные вещи. Он написал, помните, концерт для фагота и оркестра, для самого нежного инструмента, духового, деревянного. Но мало того, что написал концерт, Вебер написал еще фантазию для того же фагота в венгерском стиле. Это к тому, что он был первым из немецких композиторов, который ярко притворился в музыке и на национальный фольклор. Немецкий, понятно, у него очень немецкая музыка. Но у него есть музыка в арабском стиле, в Абу Гасани, в опере «Аберон», а в упомянутом мной произведении музыка в венгерском стиле. Так что далеко не Йоханнес Брамс был первым, который показывал венгерскую музыку.
Если быть вообще точным, одновременно с ним это сделал в своих произведениях Франц Шуберт, о котором пойдет речь через 20 минут. Итак, Вебер яркий, талантливый фортепианный композитор, хотя он написал фортепианной музыки меньше, чем, например, Шуберт, чем Шуман, Мендельсон, это верно. Не знаю почему, опера привлекала больше. Хотя нет, понятно, опера это успех, это признание, это деньги. Понять можно. Сам он был пианистом-виртуозом, такова его музыка, поэтому его сонат сыграть непросто. По большей части в своих сонатах, а у него есть ряд сонат, его еще письмо стиль напоминает стиль классицизма, а-ля Бетховен, а-ля Моцарт. Это верно, но это появляется много романтического. Многослойная пышная фактура, виртуозные пассажи. Одним из образцов фортепианной музыки является финал его сонаты «Ас-Дур», так называемая «Ронда перпетуум мобили», вечный двигатель. У меня нет этой записи, пока не нашел. Увы, не могу показать. Может, у нас есть тексты, может быть, вы уже играли или будете играть. Если будете играть, сочувствую. Это руколомная музыка. Безумно трудно играть. Помню, как я мучился, когда играл. Я вам покажу другое произведение. «Приглашение к танцу». Что это такое? Напоминаю, это новый вид, жанр, говоря по-французски, фортепианное произведение. Что здесь нового, девушки? Итак, вспомните, что писали гастроклассисты. Либо сонаты, много-много-много, либо большие вариационные циклы, либо большие ронды, хотя их было немного. Так, это музыка высокая, композиторская, больших масштабов, музыка серьезная, верно. А еще не писали кучу всевозможных танцев для денег, для заработка. Гайдн, Моцарт, Бетховен, Минуэта, Лендлеры. И Бетховен писал. Эта музыка так себе, у всех у них практически. Это музыка несерьезная, это поп-музыка для развлечения. И никто из этого не вкладывал богатство чувств и образов, мыслей. Образы бытовые, все. Так вот, что нового Вебера? А вот что. Он берет за основу приглашение к танцу бытовые жанры, но в отличие от Моцарта, Гайдна, Бетховена, он эти жанры возвышает, поэтизирует, наделяет богатым разнообразным содержанием. И в этом не только бытовые образы и лирические, и драматические, это было новым. Кроме того, у них, классицистов, все их минуэты, фортепиано, естественно, Лендлеры, это миниатюры, маленькие вещи. Вебер это большое, крупное произведение. Сказать, ну писали же крупные вещи и господа классицисты. Верно. Но у них крупные произведения были циклическими. Либо это сонаты, либо вариации. Вебер это не циклическое крупное произведение. И потом произведение такой формы полюбят романтики. Их будет много практически у всех. Да, пожалуйста. У Шопена, Шумана, Мендельсона, Брамса, очень многих. Так, у Листа, естественно. Далее. Кроме того, что еще необычно. Опять же, у Вебера, извините, Гайдна, Моцарт, Бетховен, Лендлер, эта музыка незатейливая. Любой из вас сыграет, наверное, сразу. Два притопа, три прихлопа, играть там нечего. Это не сонаты. То есть это музыка бытовая для любителей. У Вебера это произведение, приглашение к танцу, это виртуозное и концертное произведение. Очень сложное. Так вот, повторяю, с этого появляется новый вид романтических крупных произведений. Правда, Вебер делает не один. Чуть позже него это будет делать там уже в Австрии молодой Франц Шуберт. И создаст свои виды крупных концертных произведений, основанных на бытовых жанрах, но богатых образно-эмоционально. И самое главное, в этих произведениях лирика. Лирика и пылкая, и сдержанная, и элегическая, и восторженная. Вот так это и у Вебера, и у Шуберта. И потом такой музыки будут писать, повторю, все романтики практически. Теперь, здесь, в этом произведении, есть большое вступление. Оно исполняется на фортепиано-соло, это речитатив инструментальный, поклон господину Бетховену. И это требует хорошей кантилены и богатого звука. Здесь не спрячься за ритм фактуру. Можно сказать так, что Вебер, когда писал для фортепиано, такое ощущение, что он представил себе в голове оркестра, но писал для фортепиано. То есть очень по-оркестровому звучит. Это важное замечание, потому что потом сам же Вебер не удержится и оркеструет собственное приглашение к танцу. И оно существует в оригинале, как фортепианное произведение, и как произведение для оркестра. Почему еще он это сделал? Да потому что, помните, девушки, в ту эпоху кто сочиняет, тот и играет. Так вот, и получалось, что никто, кроме Вебера, не играл. А когда Вебер стал дирижером, вообще стал некогда выступать с концертами и играть. А обидно, музыка пропадает. Но зато оркестр может сыграть. Любой, в том числе его. Поэтому, как оркеструя, оно заняло большое, оно имеет большое место. Вернее, да, широко распространено. А вот как виртуозное реже. Почему? Да потому что любитель не сыграет, а профессионал сыграть непросто. Это сложная музыка. Если вы сыграете, дай бог, через годик, через два. Большинство из них, по крайней мере. Виртуозное произведение. Так, но
конечно, надо слушать в оригинале. У нас в оригинале, пока что нет, тоже не нашел. Поэтому сейчас слышим версии для оркестра. Итак, а где? Вот приглашение к танцу. Добрый день. Так, сейчас, девочки. Целых 3 экземпляра, видите, на один больше, чем Фрейшица. Я сейчас один у вас на время заберу, покажу материал. Вот, чтобы пояснить кое-что. Теперь, когда композиция произведение большое, перед композитором возникает задача, как придать цельность, единство, чтобы она не разбилась на куски. Что делает Вебер? Он этой композиции, написано в сложной форме, придает черты ронда, то есть рондальности. Почему говорю рондальность, а не ронда? Ронда — это конкретная форма. Это не есть ронда. Но здесь есть черты ронда. Оно похоже на ронда. Поэтому рондальное или рондообразное. За счет чего возникает ронда? За счет того, что главная тема стоит здесь много раз, как ронда. Возникает. Так вот, она самая эффектная, блестящая, живая. И в этом произведении он чередует разделы. Так, позвольте, пожалуйста. Не дотяну, девушки. Спасибо. Разделы лирические с разделами скерцозными. Лирику пылкую с лирикой сдержанной. Радостную с печальной. Огромное вступление. Больше, чем в сонате Бетховена, даже до минор. Но там в сонате вступление. Вот она. Обращение внимания на отступление. Что здесь? Во-первых, девушки, образы повествования, говоря эпические, рассказ. Во-вторых, лирика медитативная, то есть лирика философская, лирика размышления. Не было в миниатюрах. Музыки основных жанрах. Опять. Это первая тема вступления. Здесь не одна тема. Он щедро, не жалеет патроны. И вот вторая тема красивая. Сейчас, минуточку. Вот такое большое вступление. И вот когда оно дано, начинается главная тема. Эффектная, яркая, блестящая, радостная, восторженная. Теперь, приглашение к танцу. К какому танцу спросите вы? Никакому. Поясню. Вебер здесь нарочно смешивает черты и признаки современных ему бальных танцев. Мы почувствуем элементы и вальса, и мазурки, и полонеза, и экосеза. Буквально все, что там танцевали. Поэтому это вообще танец. И когда мы это знаем, то понимаем, что вступление, это буквально вступление, как будто это музыка рисующая, вот представьте, большой зал красивый, собираются люди на праздник, на бал, проходят нарядные дамы, господа, беседуют, думы, заходят в зал, потом делают Шуман в карнавале. И вот начинается сам танец, грянул оркестр. Вот основная тема. Простите. Повторяется. Новая тема. А дальше легкий, нежный, скользящий вальс с вокальной мелодикой. Сейчас. Извините, я не буду играть дальше, чтобы мучить ваш слух, потому что виртуозная вещь нужно играть. Хотя смотришь, письмо простое, но учитывая этот темп, ритм, это играть довольно непросто. Теперь, вот здесь появляется форшлаги на дециму. То, что там впервые у Шопена, это уже Вебера появляется. Кстати, рука у него была маленькая. Как он это играл, вероятно, у него была техника скачков блестящая. Сами понимаете, сразу, если маленькая рука, не сыграешь. Так, потом, вот эта скользящая мелодика тоже у него потом у Шопена появится, в начале Вебера. То есть у него многие возьмут. И вот так будут чередоваться совершенно разные куски. А вот, к примеру, скерцозный кусочек. Лирика со скерцозной. Мелодия точками прорисована. Как будто эти в балетном спектакле, может, видели такие сцены, когда балерина отрывает с земли и так быстро-быстро одной ножкой о другую стукает.
Вот примерно это возникает. Тут и балет, и спектакль, и сцена. Создавая это произведение, вмещая, вкладывая много тем, много разных характерных эпизодов, он добивается и контраста. Контраст эмоционального, контраст тонального. Вот, например, после ре-бемоль-мажора средняя часть до мажор. Это очень далеко. Это сдвиг на полтона вниз. Резко. Так, сейчас еще один кусочек покажу. Основная тема. Это прозвучало. Ага. Вот. И когда, теперь представьте, ну, у вас хватает на 2-3 часа. Да любого из нас, естественно. Наши предки были ребята повыносливее. Танцевали на балу часов 5-6 и всю ночь. Вот представьте, под утро вы уже усталые, ноги легче возвращаетесь. Поэтому вот после этой бравурной музыки все стихает, замирает. И кода основана на музыке вступления. Как будто люди усталые идут домой. Вернее, домой, к каретам своим, которые идут их домой. И поэтому здесь очень уместно то, что было в начале. Вот завершается вальс, повтором одной фигуры. Музыка растворяется. Кажется, все? Нет. И вот тут. Да, тема вступления. Она отражает и состояние душевное героев этого воображаемого бала. И самое главное, она придет к композиции целостной. Потому что этим начиналось, этим завершается. Он замыкает, как вы знаете, о многих произведениях народного творчества. В сказках и былинах, что в начале, что и в конце. Это, все мы поняли, это конец. Ну а сейчас послушаем это новаторское произведение Карла Марии, фон Вебера. 9,5 минут. Столько длилась соната у Гайдна или молодого Моцарта. Здесь одно произведение не циклическое. По образу подобия этого, например, Глинка потом написал свой знаменитый вальс-фантазию спустя каких-то 20 лет. Тоже шедевр уже Глинки только. Это то, что называют лирикой созерцательной, медитативной, лирикой размышления. Вторая тема вступления. А здесь возникает диалог двухголосных инструментов. Как воспоминание разговора. И вот это вступление создаст яркий контраст всему остальному разделу композиции. Хотя и там внутри тоже будут контрасты. И, конечно, удивительное тематическое богатство. Здесь столько тем, что можно сделать не одну сонату, а он-то щедрой рукой в одно произведение выбрасывает. В одном вступлении только 2 темы. Так что очень богатый мелодист Вебер. Кончается вступление, и вот сейчас ухнет, грянет музыка вальса. Оркестр уже тутти, а не ансамбль. Контраст громкостной динамики, тембры оркестровые и жанровые. Это основная тема, которую будет звучать много раз в этой композиции. Переизложение. Как будто жемчужинки рассыпаются. У них такая блестящая оркестровка, как часто меняют тембры, инструменты. Флейта. Другая подхватила. Струнные продолжили. Энергичная, напористая музыка. И опять.
Опять основная тема, второй раз. Заметьте, в другом оркестровом изложении уже духовые инструменты, поэтому еще более ярко, мощно, сильно, напористо. Новая тема, скерцозная, одновременно изящная, хрупкая и кокетливая, как, кстати, многие темы Россини или Моцарта. Контрабас и пицциката, и струнные играют эту тему. А духовые играют повторяющиеся аккорды, тоже отрывисто, коротко. Красивые контрапункты виолончели, которые потом полюбит Глинка, Чайковский. Виолончели играют свою музыку. Флейт отвечают. Перекличка групп, перекличка инструментов, тембров. Ощущение разговора в толпе. И вот вдруг беспокойная, тревожная элегическая лирика. Глинка очень много возьмет у Вебера в этом смысле. И опять скерцозная тема. Богатая оттенками чувств, мелодиями, гармониями музыка. Заметьте, драматическая музыка возникает. Сейчас программа, можно сказать, пианисты наши, первый курс у вас завтра должны прийти. Да, завтра. Во сколько? Сейчас скажу, господи, это в 15, по-моему. 15, да? Да? 15 часов. Хорошо. Так, извините. Так, девушки, до конца не дослушаем, к сожалению, времени нет на это. Конечно, из тех жанров, что вам доводилось слышать или играть, здесь более всего бросается в уши, нам хорошо знакомый любимый жанр вальса. Поэтому, если вам так проще, можно сказать, что это поэтизация, возвышение, облагораживание не вообще танцевальных жанров, а именно вальса. И он сделал это задолго до Шопена, до Глинки, до Берлиоза, который в 30-м напишет оркестровый вальс. Вот. И раньше господина Шуберта, хотя вальс Шуберта не самый лучший образец этого жанра. Так, простенькая музыка, приятненькая, но не более. Итак, вот с него и начинается то, что потом будут обожать романтики. Возвышение, облагораживание, поэтизация бытовых жанров. Передача с их помощью лирических образов. Образов идеала очень часто, как у Чайковского будет. Вот в чем важный произведение, потому что просто красивая, яркая музыка. Теперь оставим в покое Карла Марии фон Вебера, девушки. И вообще Германию на некоторое время. И вернемся к Австрии. Сегодня мы начинаем тему больше по времени, чем творчество Карла Марии фон Вебера, творчество Франца Шуберта. Сегодня я вам должен представить рассказ о его творческом пути и дать характеристику творчества. Но я хочу сделать по-иному. Вы, девочки, уже большие, и все больше и больше делать с каждым месяцем, поэтому прочитайте сами, думаю, разберетесь. Я вам хочу сказать о том, что с чем труднее разобраться самим, о том, что же такое музыкальный романтизм. Потому что вот уже был романтик Вебер, вот уже романтик Шуберт, а слова о том, что это такое, не сказано. Вы со школы знаете, что значит, был стиль классицизм, потом романтизм, верно, но они сильно отличаются. Чем? В чем суть этого стиля? И когда он появляется, кстати, так вот, девочки, официально считается, что в 1820 году окончательно умер классицизм. Почему в 25-м? Потому что Бетховен написал свой последний великий большой опус. Все. Но, девочки, в искусстве не бывает по расписанию. Знаете как? Солдат на посту. Пост сдал, полк принял. Вот ушел классицизм, здрасте, пришел я романтизм. Романтизм появляется раньше смерти классицизма. Живет Бетховен, здравствует, пишет музыку. Уже появляются музыканты, пишущие иную музыку, не похожую на музыку классицизма, музыку романтического стиля. Поэтому ранние образцы романтизма мы находим уже в 10-е годы. То есть 15-е годы 19 века.
1711 и так далее. В творчестве, конечно же, Вебера и одновременно там в Австрии молодого, моложе Франца Шуберта. Более того, даже есть элементы предромантизма в творчестве Гофмана. Кто не знает, напоминаю, девушки, вы читали его сказки в детстве, надеюсь, что читали. Вот. А если даже не читали, сообщаю. Кроме того, что он великий сказочник, Гофман вообще-то это еще выдающийся композитор, дирижер, художник и режиссер. Да, режиссер театральных постановок. Вот такой талант. Так вот, он предромантический композитор. Но ярким цветом романтизм расцветает уже у Вебера в Германии, у Шуберта в Австрии. Итак, в начале второго десятилетия. Теперь, романтизм – это реакция на классицизм. Бывает так, человек объелся пирожным и хочет что-то такое, селедочки или колбаски поесть. А романтики, вернее, молодое поколение этого века устало от упорядоченности, правильности классицизма, где все расположено, вот здесь то, здесь это. Четкие жанры, четкие формы, четкие составы, по-другому не сделать. Все уже распределено, все решено, где, что и как будет. Романтизм хотел свободы в искусстве, непосредственности выражения чувств и мыслей. Вот чего. Кроме того, романтизм молодые люди исследовали с эпохой отцов. Отцов, которые обещали великое светлое будущее, идеалы свободы, равенства, собраться, все рухнуло. 25 лет его воевало, и от чего уходила, к тому и пришла. Опять тот же порядок. Поэтому разочарование в прошлом, в искусстве прошлого, в идеалах прошлого. Поэтому его отрицание. Не хотим, как они. Жить не хотим такого искусства. Поэтому романтизм – это не равновесие мысли и чувства. Это превосходство чувства над мыслью. В отличие от того, как будет классицизм. Прежде всего, чувство, непосредственное, выраженное. Кроме того, мало того, что чувство над мыслью, это еще иной способ выражения чувства, открытые, не сдержанные. Не так, как у Гайдна, Моцарта, а так, как уже у позднего Бетховена. Это сильное, острое, непосредственное выражение чувства. Дальше. Классицизм – это равновесие положительного, отрицательного, добра и зла, света и тени. В романтизме этого равновесия нет. Романтики могли показывать только что-то светлое, положительное, восторг, радость и ужас, отчаяние, страх. Романтики очень сильно увлеклись тем, что людей пугало и отталкивало раньше. Всякими легендами, сказками, потусторонним, дьявольским, адским, загадочным, подсознанием. То, куда не залезал мозг классицизма. Поэтому они возродили героев легенд и легенд мрачных. Это в их произведениях появляются покойники, призраки, мертвецы, вампиры. Это романтики придумали готический роман, триллер, как мы называем сегодня. Романтики придумали детективные рассказы и повести. Эдгар По. И вообще детективы. Это все романтики. Вот что стало волновать. То, что тогда раньше музыку не волновало. Пугающее, страшное, отталкивающее, адское. Ну, как здесь вот у Вебера. Итак, вот это. Дальше. Итак, неравновесие мысли и чувства. Неравновесие положительного, отрицательного. Интерес к мрачному, пугающему, страшному. Интерес к фантастике, который не проявлял искусство до этого сотни лет. Теперь, романтики колоссально обогатили искусство новыми образами. Да, они сохранили прежние образы, но они уже их воплощали по-другому. Вот то, что было у Бетховена, они ведущим образы, героические, драматические. Не, между прочим, а ведущими. Так, образы трагедийные. Никогда еще трагедийные мозг не возникал так часто много, как у романтиков. Они просто упивались трагедией. Далее. Они изменили радикально лирику. Лирика у них восторженная, порывистая, возбужденная, никакой сдержанности. А иногда очень мрачная, скорбная лирика. Это тоже не характерно. Но это еще не все. Романтики любили жить в мире иллюзии. Поэтому не обижали воплощение мечтательности, задумчивости, грез. Почему еще в мире иллюзий? Так романтики разочаровались в прошлом. В темном прошлом, как им казалось. Когда нас не устраивает прошлое предшествующее, мы вольно и невольно обращаемся к прошлому еще более далекому. Не 20 лет, а так лет 200-300. Вот и романтики убежали из современности. Куда? В прошлое далекое. Времена романской эры, времена готической эры. Почему и назвали романтизм романтизмом? Они начали увлекаться временами романской эры. То есть тем временем, когда их не было. Как говорится, там хорошо, где нас нет. Когда нас не было. Вот в это время они прибежали. Поэтому они стали обращаться к сюжетам из далекой жизни. Возрождение,
средневековья, готической и романской эры. Почему еще? Тогда в Европе наступает эра капитализации. Правит власть уже не знатность, титул, происхождения, а деньги. Больше денег, то лучше. Это тогда началось по-настоящему. Так вот, им это не нравилось. Они были очень антибуржуазно настроены. И они мечтали об эпохах прошедших, когда человек определялся не тем, сколько денег, а есть у него смелость, доблесть, честность, благородство. И находили это в эпоху Средневековья и Ренессанса. Поэтому воспевали рыцари, турниры, походы. Очень много замков, прекрасных дам, прекрасных незнакомцев. Всего такого, турниров. Вот что им нравилось. Эпоха благородства, когда ценились качества личные, да, личные качества, смелость, благородство, честность и так далее. Вот это. Итак, интерес к глубокой старине. Поэтому произведения поэтические, драматические, полны сюжетами из времен Средневековья, из романской эры. Конечно, в том числе из готической эры, если быть точным. Так, дальше. Отсюда интерес к фантастике, в том числе, потому что в тех историях очень много легендарно, а в легендах очень много фантастики и сказочности, как вы знаете. Вообще полюбили страшно легенды. Они полюбили не реальность, а то, чего нет. Девушки, фантастика – это не обязательно. Полеты на Марс за 3-9 земель – фантастика – то, чего нет. Нет в реальности. Так вот, поэтому по фантастике. Именно так понимается фантастика романтика. И реальность, за пределами реальности. Вот представьте, даже Лист называет свой цикл знаменитых этюдов трансцендентальные, то есть потусторонние этюды. Не здесь, а где-то там. А где еще много этой фантастики и реальности, девочки? А в народных сказках, преданиях и так далее, и так далее. Так вот, романтики безумно полюбили народное. Полюбили сказки. Полюбили воплощать в произведениях, во-первых, не только сказочные образы, сюжеты, но полюбили воплощение музыки этнического характера. Почему еще так народы полюбили? Вспомните, музыка классицизма вне этноса. Она общая, она всеевропейская. Она что немецкая, что итальянская, что французская, она везде одинакова. В этом смысле. В ней нет этнического начала. Романтики стали это ценить. Они стали ценить необычное, своеобразное, непохожее, оригинальное, подлинное. И прежде всего этнический характер. Именно в эпоху романтизма рождается музыка, в самом смысле слова. Русская, итальянская, французская, немецкая, польская и так далее. Когда у музыки свое этническое лицо. И шопеновскую музыку мы точно не перепутаем с венгерской Листа. Венгерскую Лист, французский Берлиоза и так далее. Музыка впервые приобретает этническое лицо. Поэтому называют эту эпоху часто эпохой музыкального национализма. Они посчитали, что наиболее надежный способ придать музыке этнический характер – это обратиться к народному творчеству. И они стали его изучать впервые, собирать, записывать и использовать в своих произведениях сотни мелодий, песенных, плясовых. Это делали все буквально. От России до Франции, от Италии до Норвегии. Он игнорировал гордо. Для этого музыка низшего сорта. Музыка плебеев, неученая музыка. Романтики впервые для этой музыки не просто подняли до себя и поставили вровень с собой. Это было тоже необычным. Поэтому музыка делается ярко этнической и ярко народной. Вот почему выбрать народные песни, танцы, и у всех они будут. Без этого практически нельзя. У Шопена будут, у Листа будут, Грига, Сметаны. Почти что в каждом откните обязательно это будет. Так вот, это тоже новые образы. В искусстве появляются образы народно-бытовые, жанры бытовые, народно-бытовые. Так, дальше. Теперь, особенно полюбили показывать все народной жизни и быта. Отчасти, помните, блестяще это сделал, но это был эпизод, это не было нормой. Во времена года Гендель, простите, Гайден говорился, у романтиков это норма, это все делают. В операх, в балетах, в симфониях, в овертюрах, во всех жанрах практически. Идем дальше. А романтики отказались от классических жанров. Поясню, что значит отказались. Это означает, что жанры, которые были у классиков главным ведущим, у них перестали быть таковыми. Вспомни, что у классиков главное. Вот соната, квартет, концерт, симфония. Вот 4 кита, 4 столба. Романтики пишут понемножечку, того и другое, третье, но понемножечку. 2-3 сонатки, 2-3 концерта, 2-3 симфонии. Все, больше не надо. Никаких там десятков того и другого. Что главное для них не это. Главное новые жанры, которые приводят на смену. А что за новые жанры? Во-первых, детей то, что они маленькие. В классе все большое, по 4 части. Вот такая симфония, такая соната у романтиков, маленькая миниатюра. Инструментальные и вокальные миниатюры.
Инструментальную литературу, их десятки. Никогда такого не было в истории музыки. Всякие вальсы, мазурки, полонезы, польки, экоссезы, ноктюрны, прелюдии, этюды, музыкальные моменты, экспромты, баллады, листки из альбомов, песни без слов. Их столько напридумали. Интермеццо. Пальцев не хватит, 2 рук. Все это они. Все это миниатюры. И они же придумывают в жанр вокальной миниатюры. Когда-то пели только арии, вот такие. Для них теперь появляются главные новые жанры. Песня, романс, баллада. Это жанр вокальных миниатюр. Но это чуть им этого мало. Они создают новые типы циклов. Господствующим циклом был какой? Сонат-симфонический, потом вариационный. Они придумывают уже циклы из миниатюр. Из миниатюр, имеющих название. То есть программных миниатюр. И циклы миниатюр непрограммных. То есть жанровых миниатюр. Жанровые циклы. Когда все приняли в цикле, они по принципу того, что они относятся к одному жанру. Цикл прелюдий, цикл этюдов, цикл ноктюрнов. Это было тоже много. Что еще? А вот что. Классицизм говорил не о том, что здесь, прежде всего, а о том, что вокруг человека. Он был экстравертным стилем. Мир вокруг, его жизни. Романтика стала не то, что а то, что у человека в душе. Внутри он стал стилем интровертным. Поэтому главное душа, чувства, переживания. Я говорю, что они обожали грезить, мечтать, поэтому у них очень много такой мечтательной музыки, музыки грез, воображения. Они ребятся мыслями далеко, в будущее или в прошлое, не сейчас. Но это еще не все. Музыка романтиков очень-очень чувствительная. В их музыке очень много слез, в буквальном и в переносном смысле слова. Романтики любили поплакать. Понимаете, вообще эра, когда человек, достоинство человека, ну, естественно, натуры мыслящий, думающий, чувствующий, измеряется тем, насколько он чувствителен, насколько он остро ощущает мир вокруг и искусство. Поэтому было хорошим тоном, устроить чувствительный романс или, увидев трагедию на сцене театра, расплакаться. Причем не тайно, нет, при всех, какая-то тонкость, которую я все понимаю. Непременно так. И женщины, и мужчины, и чем больше, тем лучше. Этим гордились. Вот какая тонкая, чувствительная натура. Вот и в музыке, романтике, в поэзии очень много слезы. Потоки, море, говорит, слез. Классицисты никогда себе не позволяли. Упаси Боже. Рядом с ними даже Моцарт таким сухарем, рядом с романтиками. Дальше. Итак, теперь, для романтизма характерно вообще что, девочки? Пафос. Надеюсь, помните смысл слова. Романтическая музыка, очень пафосная музыка, романтический стиль. Без пафоса романтики просто не могли обойтись. Сплошь и рядом. Итак, романтический пафос. И вот когда они воплощали образ героический, пафоса очень много. Безумно. Романтическая музыка, немного музыка, вообще искусство на публику. В ней много игры. Игры с окружающим миром. То есть, помните, вот идет Фигаро по улице, и играет. Он видит, что он один, но может это уже проснулся в окошко, вот какой он красивый, какой он из себя и смелый, отчаянный, находчивый. Романтизм также играет. Вот обратите внимание, может доводилось видеть портреты музыкантов романтических во время общения с людьми, в выступлениях в залах, концертах или в салонах. Как они ведут себя, как они сидят. Вспомните, как сидите вы. И как сидит какой-нибудь романтик, пианист романтик, музыкант романтик. Значит, так непременно. Он только смотрит в зал, не сюда, там публика. Он не так сидит, он откинет голову. Он оставит ножку вот так. И значит, когда будет делать какой-то пассаж, это началось со времен Листа и Шопена. Он не просто играет картинные жесты, поднимает медленно, долго опускает. Или после этого, напротив, поднимает, сыграл аккорд. И вот так. Игра на публику, эффект. Романтизм может быть эффектом. Это тогда родилось. Все это поведение романтическое. Кстати, на совести Листа. Лист хотел поразить публику, у него была феноменальная память, не то, что у нас с вами. И кроме того, потрясающе играл. Там, так вот, падали в обморок люди во концертов. Лист еще, знаете, какой обычай, который мучает нас уже 150 лет, 160, 170. Играть наизусть без нот. До Листа играли по нотам на концертах. Во время Себастьяна Баха и Моцарта. Потому что, во-первых, да, это освобождает от чести. Хотя и напрягает, когда не уверен. Но это эффектно. Сидит, играет, а нот никаких нет. И публика была в восторге полном. Надо же, как можно, оказывается. Так что за это отдельное спасибо господину Листу от вас. Дальше. Итак, стиль пафосный. Но еще. Я скажу, что они увлеклись тем, что внутри человека, его душа. Так вот, чувства человека стали, душевный мир главным. Поэтому для романтизма характерно вот что.
исповедальность и автобиографичность. То есть, когда мы читаем стихи романтика, слушая произведение, такое ощущение, что он не просто говорит о чем-то, а нам свою душу раскрывает, исповедуется. Но на исповеди самое сокровенное говорят. Поэтому многие произведения романтические в форме дневников, хотя это не дневники, в форме писем. Мы ведь позволяем себе быть раскованными, когда пишем другу. Так вот, это были не дневники, не письма, но они в этом виде изданы, написаны, как будто это письма или дневники. На самом деле, беллетристика, проза, поэзия. Но вот в этой форме, которая придает исповедальность. Более того, романтизм впервые сделал музыку автобиографичной. То есть события собственной жизни становились предметом искусства, показывались. Никогда еще искусство так не распахивало себя, художник. А вот я, вот у меня такая драма была, вот я так мучился, страдал. Пожалуйста, все расскажу про себя. Вот, к примеру, Берлиоз влюбился до смерти, страшно мучился, ревновал жутко, хотел застрелить ее и соперника. К счастью, не успел, пока доехал из Рима до Парижа, остыл. Знаете, почему остыл? Тогда ведь не было прямых авиарейсов. А пока вы 3 дня трясетесь в карете, то много меняется расстояние. В общем, приехал, пистолет положил в ящик, не стал убивать ни ее, ни его. Но написал симфонию про эту любовь страстную. Ничего, страсть, метание, ревность, подозрение и все такое выразил. Или вот, к примеру, Жорж Санд любила Шопена, он любил ее, ну не знаю, насколько любил, но разошлись они с ним. Она в ярости, оскорбленная женщина отвертая. Что она делает? Она пишет роман, где размазывает бедного Шопена по стенке. И весь Париж понимает, кто там описан. Вообще, это жестокая месть. Злоупотребить сложным положением писателя. Что себя, так сказать, белый и пушистый там показала, а его ужасным. А нрав у него был еще тот, у Жорж Санд. Почитайте книги, посмотрите кинокартины. Так вот, или, пример, Вагнер пишет оперу «Тристан и Изольда». О ком это? А Тристан это он. А Изольда его возлюбленная, жена его друга, кстати. И все это знают, вся Европа. Ему еще хватает ума пригласить их на премьеру этой оперы. Они, естественно, были умные люди, не поехали. Но это его чувство, его пылкая любовь. И Матильда Визенон к нему, и его к нему. Так вот, это делается предметом искусства у романтиков. Этого тоже не было никогда такого. Далее, это вот такой автор автобиографии исповедальности. Так, теперь, дальше, жанры. Романтики меняют и исполнительские средства. Это означает вот что. Они, во-первых, хотят сделать музыку еще более красочной. Они обогащают ее как? Они усложняют колоссальную гармонию. Романтическая гармония очень богатая, красочная. Появляются нонаккорды, появляется много аккордов с альтерированными звуками, хроматическими звуками. Они вот даже полиаккорды вводят. Дальше. Они усложняют ладотональную систему музыки. А чем больше ладов, тем сложнее мелодика и гармония. Они вводят всякие старинные лады, народные лады, хроматические лады. Глинка изобрел, например, гамму Черномора. Дальше. Итак, усложнение гармонии, усложнение ладотональной старой музыки. Они обогащают и тембры в звучании музыки. Они расширяют оркестр, вводят больше инструментов. А оркестр делается уже четверной, это уже 120 человек, за счет того, что вводятся новые виды инструменты. Входит в оркестр арфа, появляется туба, всевозможные страсти, бас-кларнеты и прочие саксофоны. Все это время романтика. Но этого мало. Они обогащают звучание оркестра тем, что заставляют инструменты играть по-другому. Стоят новые приемы игры, а значит новые тембры. Появляются флажолеты у струнных, игра у подставки, за подставкой, игра с смычком перевернутым не с волосом, а древком, поль легно. Это все они придумывают. Такие вот вещи. Они стали играть скрипки, не просто пицциката. Пиццикат, когда мы щипаем струну. А представь, взял скрипку, беру так вот. Да, как на гитаре балалайки. Это все романтики придумали. Для чего? А чтобы придать этнический колорит. Как гитара а-ля испаньол, как балалайка а-ля рус. Вот все это они расширяют, повторяю, тембр возможности. Именно в эпоху романтизма фортепиано делается оркестром. Его трактуют как оркестровый инструмент, особенно лист, многие музыканты. И на фортепиано выдумываются новые приемы игры, которых не было раньше. Расширяется диапазон колоссально. Кстати, в эпоху романтизма фортепиано приобретает как раз те черты, тот облик, который мы знаем. Тогда и придумывается чугунная рама, потому что деревянно уже не удерживает такое напряжение. Тройные струны, диапазон 8 октав, диапазон звуковой. А громкостной диапазон фортепиано тогда начинает держать в 4 форта.
Потому что так играл Лист. И предыдущие инструменты не выдерживали, ломались просто-напросто. Так что за это отдельное спасибо господам романтикам. Теперь, романтики, я сказал, придумали цикл программных миниатюр. Это изобретение. Вот здесь нужно сказать об одной важной особенности романтизма. Романтики решили, что музыка будет сильнее воздействовать на людей, понятно, большему числу, если они будут музыку соединять с литературой и с поэзией. Ну, представь себе, я придумал какое-то произведение, я готов вам сыграть. Но чтобы лучше принять, говорю, знаете, а вот произведение я написал на основе, например, ну чего? Да скажем, так, роман Евгения Онегина, к примеру. Или так назвал вообще портрет Евгения Онегина. Если вы его читали или видели, то вы сразу легко себе представите то, что хотел музыке передать. Способ простой. Но вот они сделали этот способ нормой в ту эпоху. И большая часть романтической музыки — это музыка программная. Теперь, девушки, о программности. Без этого не обойдется в ближайшие даже год. Потому что с тех пор программная музыка стала нормой. Вообще-то программность — это не романтики. Мы встречаем программные песни английских журналистов, французских клавесинистов, оркестровые концерты Вивальди, Корелли. Потом помните, программу Семитхойн, правильно. В чем заслуга романтиков? Они сделали всеобщие. Не отдельные проявления иногда, а во всех жанрах сочинения программы. Второе. Они сделали программами, прежде всего, великие произведения мировой литературы, драматургии и поэзии. До них этого не было. От Эсхила, Эврипида и Софокла до современной литературы. Романы, поэмы, баллады, рассказы, повести, драмы, комедии служили основой для их произведений. А поскольку слушали их люди образованные, то, конечно, когда они, например, называется, моя увертюра называется «Торквата Таса». Все вспоминают великого итальянского поэта эпохи Зарождения, его знаменитое произведение, и все понимают, что здесь Лист хотел сказать. Это стало нормой. Более того, романтикам даже это показалось мало. Они стали в качестве основы произведений программы использовать произведения не только литературы и искусства, что, в общем-то, не так трудно сделать, произведения изобразительного искусства, живописи, архитектуры, вот что. И скульптуры. Это был тоже новым авангардом. Очень часто романтики сами придумывали программы, сочиняли. Многие из них обладали литературным даром. Охотно и много писали, в отличие от эпохи Гайдна, Моцарта, Бетховена. Писали статьи, памфлеты, фельетоны, статьи публицистические. Писали сами либретты своих опер, писали тексты к своим песням, романсам, балладам. Писали программы. Многие из них были великими критиками. Шуман, Берлиоз — это великие критики, классики музыкальной критики. Шуман писал прекрасные стихи. Берлиоз писал программы к своим произведениям. Вагнер писал все либретты своих опер. Бородин, Мусоргский писали тексты своим камерно-вокальным произведениям. Бородин и Мусоргский писали либретто к своим операм. Пришло век литературы, синтеза, соединения литературы и музыки. Потому что они все были литературно одарены, и все, кстати, были прекрасно образованы, по большей части, в отличие от предшественников. Ну, например, Бетховен-то хоть курс закончил, помните, университета, а Гайден с Моцартом тогда этого не добрались. Хорошо, средняя школа позади. У Гайдена, а у Моцарта и той, как говорится, нет. Так вот, эти ребята были хорошо образованы. Среднее образование полноценное, у многих высшее. А кто не успел, как Лист здесь не успел. Лист получил фантастическое самообразование, равное тому, что сегодня получили бы после университета. Он был безумно образованным человеком, великолепно начитанным. Романтики сделали вот что. Романтики изменили положение человека искусства в обществе. Вы помните, как обошлись с беднягой Бахом? Они заключили его под стражу на месяц за то, что хотел уйти в другое герцогство. Пинком под зад прогнали Моцарта из переднего архиепископа. В то время, во времена романтики, это уже невозможно. Композитор, человек искусства, артист — это желанный друг в любом доме, в любом салоне. Знакомцы с ним гордятся, мечтают, ищут. То есть это уже небожитель, пришедший оттуда, творец. В этом другое положение. Век романтизма, девушки, это век виртуозов. Никогда их не было в мире так много. Пианисты, скрипачи, певцы,
на главные инструменты. Их были десятки знаменитых звезд по-настоящему, которые буквально объезжали всю Европу. Ну, до Урала не доезжали, но до Москвы-то точно доезжали на востоке, и до Дублина на западе. Вот. И виртуоз становится фигурой модной, такой же модной, как сегодня поп-звезда, такой же популярной. Их портреты продавали, тогда еще не было фотографии, продавали в виде миниатюр в газетных лавках. И могли купить портрет своего кумира повесить на стеночке. Вот господин Тальберг, вот господин Тальберг, вот господин Лист. Это было обычным делом. Об их жизни газеты сообщали светские новости. То есть в этом смысле рождается желтая пресса. Как сегодня пишут там, а что там актриса Иванова делала вчера вечером? Вот что пил киноведущий, например, Петров, телеведущий. Так вот, об их жизни, об их разводах, скандалах и прочем. И всем было безумно интересно. Вот, и в конце причались события. Они получили баснословные гонорары. Поэтому были весьма богатыми людьми. Звезды той эпохи. Повторяю, певцы, пианисты, скрипачи. Так, и тогда, по сути, рождается вот то, что было во времена Моцарта. Моцарт был исключением, надо же говорить, под Европу без концертами. Для виртуозов 19 века это норма. Они приезжали всю Европу. Густой гастрольный график. Покрывается вся Европа. То есть интенсивная концертная жизнь тогда, собственно, началась в этом смысле слова. В современном смысле слова. Так, теперь, сейчас, минуточку. 19 век, эпоха романтизма, это эпоха рождения новых национальных школ. То есть, до этого была общая единая общеевропейская школа классицизма, которая была везде одинакова. В 19 появляются новые школы, которые о себе раньше не говорили. Но, во-первых, мы уже и старые слышим, итальянская, да, как итальянская школа, не просто как великая музыка, французская. Но кроме итальянской, французской, немецкой музыки рождаются новые школы. Русская, польская, чешская, норвежская. Это в 19 веке. А потом появятся еще школы. То есть теперь уже не несколько мировых держав господствует на музыкальном рынке, арене, а много, более 10. Естественно, музыка стала богаче, разнообразнее. Так. Итак, они были критиками, исполнителями. И исполнителями не только пианистами. Многие романтики стали великими дирижерами. Собственно, в современном смысле слова, именно эпоха романтизма рождается дирижерское искусство. Они стали основоположниками современной манеры дирижирования. Великими дирижерами были Берлиоз, Вебер, Вагнер, Лист. Это самые знаменитые имена. Итак, исполнителями, не только пианистами или скрипачами, но и дирижерами. Они были блестящими преподавателями. И многие из них оставили свои исполнительские школы. Например, Лист. Одну из величайших исполнительских школ. Традиция, которая продолжает до сих пор. Но преподавали, занимались им практически все. Причем не эпизодично, как Гайдн, а постоянно, большую часть жизни. И Шопен, ну, с Листом, тем более ясно. И Мендельсон. Так. Одно время Вагнер. Вот Берлиоз, правда, не занимался. Не любил этого сильно. Итак, они были, повторяю, блестящими музыкальными критиками, теоретиками музыки, публицистами. Они были, по большей части еще, это новые девушки, музыкально-общественными деятелями. Такое невозможно себе представить в 18 веке. Вот пишу музыку, или исполняю, или обучаю, вот и все. Больше не надо. Так вот, они были, повторяю, музыкально-общественными деятелями. Они создавали музыкальные общества. Они создавали консерватории, филармонии, фестивали музыкальные, руководили ими. Они были строителями музыкальной культуры. Совершенно. В этом смысле они напоминают людей Ренессанса. Они многое делали, и во многих областях были безумно талантливы, одарены. Так, вот, к примеру, Мендельсон создал в Германии консерваторию. Лист создал первое профессиональное общество музыкантов в Германии. Шуман и Мендельсон создали и композиторскую школу лейпцигскую. Лист с Вагнером создали Веймарскую композиторскую школу. Например, Лист создал в Будапеште, в столице Венгрии, консерваторию первую. Григ создал там у себя на родине филармонию и, опять же, высшее учебное заведение, и фестиваль музыки. И все они очень много в этом направлении работали. Вот поражаюсь, как на все не хватало времени и сил. Может быть, поэтому
они прожили, многие из них, очень недолго. Но, вот, скажем, Верди, Лист прожили долго, Вагнер побольше, остальных, но меньше этих. А теперь представьте, Шуман, Шопен, Мендельсон, очень короткая жизнь. Вебер, короткая жизнь. Шуберт, короткая жизнь. Мендельсон перетрудился, буквально сгорел, сжег себя от перенапряжения, сердце не выдержало. Я тут говорил об их чувствах, да, выраженных пылко, страстно, сильно. Романтики, композиторы, романтики, не только композиторы, были в какой-то мере и людьми действительно душевно неуравновешенными. И Берлиоз, но очень такой человек неуравновешенный, легко переходящий от одного состояния к другому, от крайности к крайности. Шуман кончил плохо, даже ужасно, в клинике для душевнобольных. Вот другой знаменитый поэт и драматург эпохи романтизма Бехер, написавший Воцика, тоже умер в клинике, увы. Шопен от болезни умер, от перенапряжения. Доницетти умер довольно молодым. Сколько было-то? Да тоже где-то 40 примерно лет, даже меньше. И лишь, вот повторяю, Лист, Верди прожили долго. А так, Лист бы еще дольше прожил. Поехал, на примеру, оперы своего друга Рихарда Вагнера по просьбе дочки своей, жены Вагнера. Старый человек, со слабым иммунитетом, посадили в поезд, а в поезде все окна настежь. Простыл 3 дня и не стал человека. Но это на совести от дочки. Могла бы отца не тащить старого вдаль. Так, это к слову. Ну а теперь, девушки, сейчас время осталось. Все, что нужно вам знать о романтизме, я сказал. Этого больше чем достаточно. Итак, Франц Шуберт. Следующий после Бетховена великий австрийский композитор. Ножник, классицист, романтик. Основоположник австрийского романтизма. А если не разделять германцев и австрийцев, то один из двух, наряду с Вебером, основоположник немецкого романтизма в музыкальном искусстве. Годы жизни. 1797. А теперь, девушки, напрягите ваши могучие способности и прочитайте 31 год. Вот столько он прожил. Так, яркая, драматическая, даже трагическая фигура. Умер без квартиры, без денег. При жизни был малоизвестен, не понят, не знаменит, не славен. Пианино купил за 2 года до смерти, первое дни своей жизни. Не было пианино. У композитора, у музыканта. Потому что не было на это денег. Было только 2 авторские концерты в ее жизни. Вот, музыка Шуберта. Оперы практически не ставились. Симфонии не исполнялись. Музыку исполнял он сам, да и его друзья. В узком кругу. То есть, в общем-то, не только Австрия, Вена практически Шуберта не заметила, что он жил среди нее. Его откроют по новой уже в середине 19 века, благодаря в том числе и Шуману, который много лет этого сделал. Теперь представьте, каково жить это. Сказать, ну, у Баха похоже, но Бах занимался любым делом, играл, сочинял. Не был понят, был не очень известный композитор, но был известен. А как музыкант, исполнитель, преподаватель, кантор был хорошо известен, ценим. У Шуберта не было. Шуберт вообще музыкантом не работал. Он был все заниматься нелюбимым делом. Он работал преподавателем, но не музыки, как потом любят. Он был помощником учителя в средней школе. Эту работу ненавидел люди из-под палки, а другой не было. Он хотел работать музыкантом, но не брали, потому что не знаменит, не известен, не знаменит виртуоз, не композитор. Кто его возьмет, как говорится. Так вот, кроме того, не было семьи, не было жены, не было детей, как Бетховена. Но у Бетховена там свои мотивы, у Шуберта свои. Почему? Фотографии, наверное, видели. Очень некрасивый, маленький, лицо смешное, забавное. Вот такие очки, потому что почти что не видел бедняга, толстенные линзы. Сами понимаете, не красавец. Был страстно влюблен, любовь была безответной, переживал, мучился из-за этого. Это отразится в музыке. Представьте еще другую драму, которая не была Бетховена. Когда был молод, ну, примерно вашей мудрости, отец от него отрекся, порвал с ним и запретил ему в дом приходить. Вообще. И когда умерла его мать, он с трудом мог навестить ее, попрощаться с ней. Вот представьте, вы лишены, вообще квартиру вас нет, снимаете то там, то там, и в родной дом не можете прийти, что отец от вас отказался. Почему? Нарушил требования отца, занялся музыкой.
Притом отец был музыкален, и братья были музыкальны. Музыку любили, понимали, но профессия была другая у всех. Они были школьными учителями. А музыка так на досуге, поиграть в квартет, ансамбль, прекрасно это делали. Как-то парадоксально, отец был прав, потому что загубил сегодня Франц Шуберт, занявшись музыкой. Стал бы другим, было бы все хорошо. А тут этот умер молодым, без кола, без двора, без всего. При жизни издали только одно произведение. Немножечко издали после смерти друзья за свой счет. Представьте себе, он осмелился послать издателю в Лейпциг свои тексты. Тот ему через неделю вернул. Я-то думал, это тот Шуберт, а Шуберт фамилия в Германии заурядная. И как там у нас Павловых или Протодиаконовых. Так вот, я думаю, это какой-то Франц Шуберт. Как он смел мне прислать для издания? Я его знать не знаю, издать не хочу. Он послал Гёте свой шедевр, баллада Вальдкёник, великая музыка. Гёте тоже вернул, даже не благодарил. Какой-то Шуберт из Вены шлет, подумаешь, много их мне присылает. Вот так было. То есть, даже от любимого дела, как посвятил жизнь, и ради которого пошел на разрыв с семьей, с отцом, никакого удовлетворения, радости, счастья не испытал. Творчества не было. Подумайте, какая это драма. И тяжело болел, он умер от многих куч самых разных болезней. Но Бетховен-то прожил 57 лет, он 31 год. Вот так, девушки. Несчастный человек. И поэтому его, повторю, даже Австрия-то практически не знала. Что там остальной Европе? Не знали его. Его, по сути, открыли во второй половине века. Оказывается, у нас-то в Австрии был такой великий музыкант. То есть не только про Бахов забывали, но и про современников. Поэтому при жизни он влияния не оказал своим искусством. В отличие от Вебера, Россини. Потом уже. Так, девушки, на сегодня все. До встречи завтра.